В этом году в Коми работы по капитальному ремонту планируется выполнить в более чем в 280 домах. Об этом объявил Минстрой Республики. Фасады, крыши, подвалы, инженерные системы. Работа в прошлый год была масштабной, ее результат можно увидеть своими глазами на улицах наших городов. Об итогах капремонта и планах на грядущее Евгений Стокос. Подвал 16-го дома по улице Советской еще 3 года назад был залит нечистотами. Пройти здесь можно было только в Броднях. Управляющая компания откачала все, что копилось десятилетиями, убрала мусор, а в рамках капитального ремонта появился умный теплоузел. Он регулирует температуру в квартирах в зависимости от того, холодно на улице или нет. У нас дом сталинский, старый, да, и живут здесь тоже люди старой закалки, можно так сказать. Очень интеллигентные, ответственные, которые, получив, допустим, пенсию, да, первым делом производят оплату коммунальных услуг. Вот. И у нас собираемость почти 100%. Это было даже нашим козырем, когда мы просили произвести капитальный ремонт в нашем доме. Дом на Советской, 16 был достроен в 1950 году по проекту архитектора Алексея Зикеева, который, кстати, в это время отбывал в Сыктывкаре ссылку. В этом доме жил и работал Яков Рочев, известный коми-писатель и автор трилогии романов «Два друга». Здесь же жили прославленные академики и общественные деятели, то есть историческую ценность этого архитектурного памятника сложно переоценить. Капитальный ремонт в строении проводился лишь однажды, в конце 60-х. На крыше постоянно свисали сосульки. Мы отапливали вот этим теплом, получается, улицу. Да? Вот. Потом крышу чистили железными лопатами, ломами раньше. И она была во многих местах пробита. Она вообще была как решето. Фонд капитального ремонта предложил, что нужно сразу делать и ремонт крыши, и ремонт фасада, дабы фасад не разрушался. Такие капитальные истории с хорошим концом за последние годы не редкость. Благодаря фонду ветхие гадкие утята превращаются в таких сияющих прекрасных лебедей, как Советская, 16. В 2021 году тоже сделано немало. Например, эти дома по улице Карла Маркса рядом с Вечным огнем после ремонта сформировали полноценный исторический квартал. Среди них и знаменитый дом под шпилем, который после обновления вернул свою былую торжественность. Приятно, когда взносы на капремонт, которые мы платим, воплощаются в такую красоту, ведь сами жители этих домов годами копили бы на такое обновление. Мы должны рассматривать это с экономической точки зрения. Денег должно хватать на все. В настоящий момент мы понимаем, что большое количество домов ремонтируются на очень большие деньги. Некоторые дома в Республике Коми ремонтируются по стоимости от 15 миллионов рублей. Всего за 2021 год капитально отремонтировано более 500 конструктивных элементов в 281 доме. Это 126 крыш, больше 30 фасадов, без малого 80 внутренних инженерных систем, заменено более 300 лифтов. На 2022 планы не менее амбициозные. Основная доля работы – это по кровлям, 134 кровли, там 34 фасада, там чуть в районе 100 домов – это фундаменты, там порядка 4 десятков лифтов, основной упор на ремонт кровель. Потому что, если крыша течет, дальше дом будет ускоренными темпами ухудшать свои характеристики. Поэтому 282 дома, из них 134 – это кровли. Всего за трехлетний период планируется капитально отремонтировать порядка 700 домов. Это больше 1200 конструктивных элементов, фасадов, кровель, подвалов, лифтов и других. Больше, чем за 6 предыдущих лет вместе взятых. Евгений Стокос, Олег Жуковский, Юрган.